Шалом, дорогие подписчики. Я хотела еще рассказать вам о том, что происходит сейчас в мире. В Ютубе, как это зайдешь, только онкология. Вот это 26 лет болела онкология, 35 лет онкология. Ковид, после ковида люди стали больше поболеть это онкология. Что я вам хочу еще сказать? Вот люди, которые, они как это, вот когда ковид был, я интересовалась, все мои знакомые, которые на Кавказе, что это в Таджикистане, в Узбекистане, что в России. Все тех, которые, они как это, соблюдающие мусульмане, да, что мужчины, что женщины, они не болели ковидом. Ковид они не болели. Я в том числе не болела. Алхамдулилля. Да. И это милость Аллах, потому что мы как это поклоняем Его. Он как это хранит наше здоровье. Да. Не болели ковид. Если ковид не болели, иншаллах, машаллах, баракаллах, это онкологии тоже у них не будет. Потому что в Ютубе я смотрю видео, что после ковида, говорят, много эти люди больше стали болеть. Это онкология. Но онкология это тема такая, это, как сказать, такой это тема очень как это ужасная, как тема, это онкология. Да, онкология заболеваний. Женщина вообще это отдельная как онкология, молочная железа, и это матка, правильно? Ну, отличие от мужчины. Поэтому онкология, иншаллах, я думаю, что кто это правильно верит Аллаха, онкология не болит. От чего я это вам говорю? Потому что никакой посланник, никакой пророк, никакой сподвижник, которые жили с пророком, это жили по его это религия, никакие наши ученые, вот имам Бухари, имам Муслим, и вот этот шесть, которые они достоверный хадис собирали, ни имам Абу Ханифа, ни имам Шафи, ни имам Ахмад Хамбали, имам Малики, никто из этих ученых не болели онкологией. Да, вот поэтому вот я вам говорю, что кто правильно живет в исламе, не будет болеть, иншаллах, ни онкология, ни это. Даже они будут болеть, они как это, будет болеть как доброкачественные. Да? Не злокачественные, а доброкачественные. Если даже они будут болеть, не знаю, но если будут болеть злокачественные, это иншаллах. Потому что нету истории их жизни, что кто-то из них... Да, сейчас они скажут, да, в тот момент это медицина не было такое развитие. А настолько медицина развивается, извините это за выражение, настолько онкология тоже это, как это, развивается. Настолько медицина идет вперед, медицина, я сама медик, медицина не стоит на месте, конечно. Настолько развивается, да, эта медицина, настолько как это, э, прогресс этой болезни, настолько как это становится больше. Больше как распространяется эта онкология. Сейчас в мире первое место займет это сердечно-сосудистая система, болезни, заболевания сердечно-сосудистой системы. И второе место это занимается это онкология. Онкология это болезнь. Поэтому, как же есть пословица в русской, береженого Бог бережет. Эхтиот ними хайот, как мы говорим по-таджикски. Вот, поэтому так. Еще раз это возвращаемся к вере к Аллаху. Кто верит в Аллаха, одно наслаждение. Конечно, мы болеем. Вот сейчас я болею. Я болею. Не говорю, что мы не болеем. Болеем излечимый, который лечим без никаких химиотерапии. Лечим, ну, я болею, допустим, 5-7 дней, 10 дней. Я буду лечиться с лекарства и поправлюсь. А то, что химиотерапия, что остальные, не дай Аллах, что это. Я сама себе ставила цель, что иншаллах, машаллах, барака у меня нету это время, что лежать в больнице. У меня время я хочу тратить для получения этого знания, для этого принести пользу людьми. Не то, что лежать в больнице. Даже я такой, как это, не представляю, что лежать в больнице. Я лежала только в роддом, когда родила ребенка. А так, кроме этого, даже в роддоме я 3 дня лежала, говорю, выпустите меня, пожалуйста, я больше не хочу лежать здесь. А что такое выпустите? Мы когда хотим выписать вас, не то, что когда вы хотите. Вот. Я имею в виду, что у меня цель такая, что мне нет времени лежать в больнице. Мне время только развиваться, получить знания, что исламский, что это светский, и что это знание, собирать все это полезные, самые, как это, необходимые эта информация для моей вот
мусульмане, для моей подписчики, вот мои это верующие, которые смотрят это мой канал. Для все это народ, который в нашей планете живут, иншаллах. Русскоязычный и это таджикскоязычный, арабский, английский. Сколько какие языки Аллах мне как это дал, какие языки я знаю, буду это вести, это свой канал на этих языках, на эти языки, иншаллах. Спасибо за внимание, за вас. Подписывайтесь, пожалуйста.